стихотворение, потому что, когда я увидела, как его исполняет другая девочка, мне тоже так захотелось его рассказать. Автор Ольга Киевская, «Баллада о матери». 41-й год потерь и страха заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем, и силушка, и стать, а за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Знаем, — твердил он важно, — расстреляй!» «Нет, — она просила, — пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей!» И ответил офицер и чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее? Выбирает!» Как смертельно этой круговерти, изберечь кого-нибудь суметь. Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь и врагу мук таких. Сынов перекрестила и призналась фрицу: «Не могу». Но тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты». Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал. «Брат, спасайся, ну а я останусь, я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, я не жил, не стоит начинать». Тут учтиво немец молвит: «Битте!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстреляет!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить сыночкам, не цвести. «Дура, матка!» — поучает немец, «одного могла бы хоть спасти!» А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновных кровь. Вот такой убийственно великой может быть у матери любовь. В свободное время я люблю читать. Мои любимые писатели — Носов, Драгунский и Михаил Житков. В этом году я участвовал в конкурсе чтецов и занял 2-е и 3-е места. Почему я выбрал стих про дедушка? Потому что 4 моих прадеда воевали: Титов Николай, Захаров Кирилл, Югов Григорий и Кудрявцев Федор. Прадедушка Михаил Загод. Я на свете недавно живу и историю знаю по книжкам, но зато про большую войну я живые рассказы слышу. Есть хороший один человек, он всегда говорит мне правду, и в душе остается след, остается со мной мой прадед. Прадедушка, он всю прошел войну, от Волги до самого Берлина. Прадедушка, он защищал страну, он защищал жену свою и сына. Прадедушка, он жизнью рисковал, чтобы опять запели в небе птицы, и стало небо голубым, и смех не угасал, и чтобы мне на белый свет родиться.